Итак, дорогие друзья, вот так начинается утро. Сегодня я проведу небольшую экскурсию по месту, где мы живем, а дальше мы увидим поселок. Так, это комната, вот где Володя храпит, лежит, 10-я. Вот такая вот у нас гостиница. Это 2-й этаж. Здесь вот постояльцы ходят. Давайте посмотрим. Стендик с журналами. Журнальный стендик. Так, местной корреспонденции нету. Вот такое вот фойе на 2-м этаже. С телевизором даже вот. С этой стороны у нас такой вид открывается. Так. Вот, посмотрите все. В будках и так далее. Фотографии. Вот, смотрим здесь. Лучше будет видно. Давайте спустимся, посмотрим. Вообще, как бы, для северов отличная гостиница. Просто все удобства. Здесь у нас комната. Женский, мужской. Ну, все благоустроено. Помойник, вот раковина. Здесь даже душевая имеется. Вот. Вот это мне интересно. Я вчера тут не смотрел еще. А, даже вот стиральная машинка имеется. Вот, кстати. Здесь душевая. И там, походу, еще одна душевая. А здесь бойлерная просто, да? Вот, посмотрите. Строительство домов идет потихоньку. Застраивается анабар. Со скалах. И это правильно, я считаю. Так и должно быть. Володя вчера вечером мы шли по Соскалаху, он сказал, что здесь еще более-менее люди, условия для проживания, что были поселки, куда он не ездил. Говорит, намного страшнее, видел картины. Вот. Давайте пойдемте дальше. Глянем, что тут есть. Свет выключаем. Везде написано «выключайте свет». Тоже правильно. Так. Вот фойе, прихожая. Посмотрите, вот здесь картины висят. Олени. Олени. Ну, видимо, были гости у них с Нарьян-Мара. Вот такая вот. Ханты-Мансийск, по-моему. Или Ямал. Вот, это уже у нас Соскалах, по-моему. Ну да, вот они, 2 двухэтажки при въезде. Смотрите, у них прям олени, вот, они просто пасутся. Такой вот столик имеется. Здесь кулер стоит, холодильник, ну, в общем, микроволновка, все есть. Вешалка, Володина куртка висит. И тут буфет у нас, сказали, буфет. Можно зайти чаек попить, сейчас посмотрим. Итак, друзья, вот сейчас буфет открылся. Мы купили пирожки, чай. Вот. Здравствуйте, вас как зовут? Меня зовут Октябрина Алексеевна. Октябрина Алексеевна, очень приятно. Меня Вячеслав. Я вот снимаю фильм. Вот мы, Октябрина Алексеевна нам готовит обед тут. Продает пирожки. Вот. Работу буфета из этого, вот этой гостиницы обеспечиваете вы, да, я так полагаю?
работу в Да, гостинице. да. Эти, ну, Понял, могут понял, меня понял, просто- понял. Вот. Поэтому спасибо Октябрине Алексеевне за этот завтрак. В общем, ну, пирожки сейчас заценим. Пирожочки по 60 рублей у нас. Вообще, как бы, цены со Словакии очень, так скажем, дорогие, да. И получится сегодня я попытаюсь заснять какой-нибудь магазин с ценами, чтобы вы понимали, сколько здесь чего все стоит. Вот. Думаю, что мы найдем какой-нибудь магазин, в котором нам разрешат съемку. Я 1 год приезжал осенью по работе и хотел поснимать цены в одном частном магазине, но продавщица была категорически против, потому что продавцы, я так думаю, что сами понимают, что цены очень дорогие, поэтому запрещают. Это кто у нас там пришел? Кто у нас там пришел? Заходи. Кир, Кир, как Кир? Кир. Так, пирожок отличный, мяса много. И это мясо не бутафорское мясо, а натуральное. Как считаешь? Ну, прекрасно. Ты вкус мяса ощущаешь? Ну да. Это оленина. Не свинина. Это оленина. Ну скажи свои впечатления. Ну, Ел раньше подобное мясо? ну, Когда-нибудь? вчера попробовал первый раз мясо, оленину. Никогда до этого не ел. Мгм. Вот. С мясом у нее тут вообще проблем нету на Сибири. Сейчас вот там выйдем. Зато с картошкой есть. С такими ценами. Ты знаешь, они картошку почему-то сильно не едят. Чего? Удивительно. Это для нас такой основной продукт считается. Да, потому что мы его в основном едим, а они не привыкли, потому что они с детства не приучены как бы. Друзья, вот гостиница, в которой мы живем, принадлежит МУПу, муниципальное унитарное предприятие имени Андросова Николая Егоровича. Андросов Николай Егорович — это глава села Сосклах, который внес очень огромный вклад в развитие алмазодобычной промышленности в этом районе. И смотрите, в этой гостинице стоит вот такой вот маленький сувенирная такая вот портрет из алмазной крошки имени вот Андросову Николаю Егоровичу. Вот. Здесь тоже вот стоит кроха, снимает, кушает, то есть что-то жует. Привет. О, мужик, привет. А ты кем день? Кем день, Атын? А? Какой-то дядя, скажи, пристал. Молодец. Пирожок кушает. Молодец, красавчик. Ну что ж, друзья, пойдемте в свой номер. И сейчас мы идем к Александру изготавливать на вечер снасти на налимов. Вон там гора. Как это правильно снять? Так, Володя сейчас начинает съемку. Вчера он вечером здесь ремонтировал, готовил.
Ладно, не будем спойлерить, посмотрите у Володи на канале. Во второй половине дня мы с Володей отправились изготавливать тот самый крюк, на который вечером собирались ловить налимов. Много я говорить об изготовлении не буду, предлагаю вам просто посмотреть ролик, и вам станет все ясно. Ну вот такая вот у нас получилась снасть на налима, довольно мощная. Здесь вставлен гвоздь на 120, и к нему сделано типа кольца, в кольцо вставлен крючок, с этой стороны заглушка, и вот так она стучит. Вот такое мотовило деревянная, веревка 12 метров. Дело в том, что вчера я утопил крючок местного жителя, поэтому сегодня я решил вот ему возместить его, так сказать, ущерб. Вот сделал ему вот такую удочку. Надеюсь, она ему будет понравится. Сделал от чистого сердца, подписал ее. Здесь у меня вот пожелание такое вот ему: ни хвоста, ни чешуи, мотовило сделал, и это все после рыбалки останется ему. Итак, дорогие друзья, сейчас вот с Александром идем в местную администрацию на встречу с главой района. Я взял небольшой презент, такой вот календарик. Ну, если он согласится даст интервью, то обязательно возьмем. Буар, да, администрация? А вот уже пришли, оказывается. Ага. Так, как зовут? Ага, сейчас есть, надеваем. Вот. А уже как-то
Ага. Ага. Иван Иванович. Так, сейчас раздеваемся и проходим, думаю. Александр сейчас идет первый на разведку боем. Так, ладно, пока выключаемся. Мы сейчас уже думаем о развитии туризма. Хоть и далеко, но есть интерес у российского туриста, которые хотят смотреть Арктику, хотят даже смотреть и северное сияние и так далее. Поэтому до пандемии был интерес. Фотоблогеры приезжали, автозимниками очень пользовались, автомобилями ездили. И вот мы для себя вот подумали, можно это организовать, хоть и все равно люди за это платят. Можно организовать кочевание, ну, по оленеводам, можно вот экстремальную охоту провести, рыбалку организовать. Все это возможно. Просто нужно найти вот более приемлемые варианты, создать инфраструктуру обязательно для гостей хорошую. Ну и самим, мне кажется, надо научиться встречать гостей. То есть преподать то, что нужно туристу вообще. Да, сервис надо развивать. Это возможно. У нас по духу, по менталитету народ к этому даже готов. У нас гостей уважают, гостеприимный народ. И вот то, что вот лежит душа северного человека, это охота и рыбалка, они этими должны, я думаю, зарабатывать. Ну вот, Иван Иванович, я желаю вам удачи в ваших планах, чтобы у вас все исполнилось, чтобы вы также все, ну, грамотно все руководили вашим районом. Также по туризму хочу посоветовать, вот, ну, не откладывать это все в далекий ящик, потому что сейчас вот в свете пандемии, наоборот, стал внутренний туризм развиваться. И нужно, чтобы хорошо, если, конечно, вот организации какие-то индивидуальные предприниматели занимались, но сейчас налогообложение у нас более как-то уже пошло навстречу людям, есть самозанятые, то есть можно быть, это как самозанятость сделать, ну, любительскую рыбалку. Здесь не обязательно нужны квоты, это не промышленная рыбалка, здесь просто, да, я вот, мы вчера съездили, посмотрели, здесь у вас такая красота, выехал за поселок, вот сразу спустился на берег, вот река, рыбачить здесь сколько угодно, и мне кажется, что молодые, перспективные ваши, ну, ребята, кто хочет подзаработать денег, те могли бы запросто разместить свое объявление. У меня есть поддержка вот наших якутских предпринимателей, людей, кто хочет заниматься туризмом. Я их размещаю у себя бесплатно на сайте. Все мои ролики все ведут ссылками на этот сайт. Даже если я снимаю в каком-то другом районе, я всегда говорю, если вы хотите приехать в Якутию, проходите на мой сайт, там все туры по Якутии. И ваши туры могут там же быть тоже. И люди через этот сайт будут вас находить. То есть в части вот рекламы вот такую поддержку вам, ну, легко обеспечу. И сейчас вот то, что я у вас вот сейчас я буду все снимать, этот весь комплекс, тоже будет все приурочено вот именно будущему вашему Просто туризму. очень будет много вопросов. Да. Ну и для развития туризма, вы правильно сказали, нужен хороший интернет. Интернет, Ну а да. для этого мы уже попали в план строительства ВУЗ. Поэтому в следующем году уже планируем до Саскалаха оптоволокно Ну, классно. Ну, протянуть, по крайней мере, потом у вас уже до более-менее Украины. есть телефонная связь уже, как бы стартовая, она хорошая у вас.
спокойно хотя бы звоню. Не как в Жиганской, например, да, там уже чуть отошел, все, уже не берет. Здесь вообще прекрасно разговаривать везде. На следующий год примерно в какое время? Это за зиму должны построить, да? Да. Такого, да? Ну, год как раз. Ну, Для если этого- повезет, если на следующий год вдруг опять приеду к вам на первый лед, то если будет у вас интернет, то мы можем отсюда прямо сделать прямой эфир, прямо Прямой вот эфир, с да. реки. Да. Будет вообще круто, будет бомба просто. Блин. Я тоже подписываюсь тогда на такую поездку. Сразу в автомат. Будем ловить опять акционные Хорошо, билеты. хорошо. Ну, не копи деньги целый год. Ну Целый ладно, Иван год Иванович, опять буду спасибо. копить. Все, большое вам спасибо. Спасибо. Удачи вам в развитии в вашем нелегком труде, так скажем. И будем надеяться, что если мы внесем какой-то небольшой свой вклад, я буду просто от этого счастлив по жизни просто. Потому что я сам в Якутию как-то влюбился благодаря вот этим своим поездкам. Поэтому спасибо вам огромное за столь интересный разговор. До свидания. Ну, до свидания. Сумка, да. Итак, друзья, пришли в магазин «Фаворит». Это магазин, о котором рассказывал Иван Иванович, глава района. Дело в том, что сейчас этим магазином занимается МУП, Анабарский МУП имени Андросова. Они, в общем, регулируют полностью ценообразование на социально значимые продукты и тем самым делают просто огромную помощь, поддержку населению, за что, конечно, им респект и уважение. Вот. Давайте сейчас посмотрим, чего они смогли добиться вот, за эти годы. Полностью снабжением они отказались от республиканской помощи, потому что, говорят, бюрократическая машина очень неподъемная, все это долго проходит этот процесс, там постоянно все по остаточной, говорил, все самый последний момент, и поэтому вот администрация района просто была вынуждена взять все в свои руки и тем самым открыли вот этот вот магазин. Александр мне предупредил, что здесь будет две категории товаров, именно социально значимые товары и товары коммерческого происхождения. Вот. Поэтому сейчас вам предстоит уникальная возможность посмотреть цены в арктической зоне, на крайнем севере, можно так сказать. Вот, в райцентре села Соскала. Магазин «Фаворит». Так, это перловка. Это не гречка, это перловка, друзья. Так, ячневая. Ну, перловки здесь нету, ну а так гречка вообще вот. Вот это вот пакет стоит килограмм, 2 килограмма 200 рублей. В принципе, как и в Якутске. Что еще интересного здесь мы видим? Сахар, да? Так, это у нас это. Сахар 81. Ну, слушай, вообще вполне демократично. Кое-что дорого все равно. Ну, как нам говорил Иван Иванович, глава администрации, что когда они взяли в свои руки этот магазин, Так, смотрите, вот продукция есть якутская. Наша продукция имеется тоже. Ягоды Якутии производитель. Отлично. Вообще неплохо. Так. Чокопайка 250. 150 рублей. Так. Дошли до
Памперсы. Памперсы у нас, ну, подгузники 50 рублей. Мыло 120. Хозяйственное мыло 75. Ну, шампунь Нивея 350, например. Хлеб свежий. Вот нам хлеб. Сразу продуктов купим, наверное, здесь, да? Да, да, что нам нужно сразу. Тут набор из оленины 150. Так, масло, смотрите. Что здесь у меня? Корочка. Так, вот смотрите, здесь уже местного производства. Это же местное, да, производство? Друзья, кстати, рыба имеется также на сайте клёвая-рыбалка.рф. Кому интересно, заказывайте. Дарена бара называется. Бутик. Вот они там продают юколу. Вот такие наборы могут вам отправить, я думаю. Смотрите, вот муксун, тиша, этого, чировая. В общем, чего только нету. Даже вот юколы лежат. Интересно, это сколько стоит? Юкола. Вот, смотрите цены. 2600. Потрошенный, копченый. Вот. Битёрта, да, она? Угу. Так, голубика. В холодильнике стоит голубика. 450 рублей за баночку. Местная голубика тоже комбинатовская, да? Этого, да? Муповская, да? Наверное. Мед, друзья, посмотрите, вот натуральный, стоит 700 рублей, амурский мед. Так, а соль что-то я не видел. Где соль-то? Ну, соль у нас вот такая обычная. Ну, для посола она пойдет. Смотрите, она без добавок идет. Соль 29 рублей. Здесь это конкретно написано, что социально значимые товары. Вот сахар и фрукты вот, в виде компотов. Так вот. Ну вот, друзья, вот так вот, такая вот экскурсия у нас прошла по магазину. В остальные магазины мы заходить не будем, потому что нас устроит и этот магазин. Здесь мы с Володей купим продукты. Остальные магазины, цены, наверное, ну тоже держат, наверное, на таком же уровне, надеемся. Друзья, посмотрите, здесь также в магазине стоит полка добра, в которой любой желающий может купить продукты, сюда положить, чтобы поддержать пожилых и нуждающихся граждан. Получается, они сюда приходят и забирают просто, да? Да? Да. Ясно. Вот Иннокентий говорит, сюда часто ложат, говорит, что-нибудь. Приходят люди и забирают. Давайте мы тоже не останемся в стороне, тоже чего-нибудь сейчас купим и положим на эту полку. Пусть она там стоит. Кто-нибудь возьмет. Ну вот, друзья, вот такой вот чай я взял. Вот.
поставим здесь. Пусть кто-нибудь попьет дома чай. А вообще, с момента моего последнего приезда в село Соскалах здесь построилось немало новых объектов. Видно, что жизнь кипит в селе, что идет развитие. Например, вот Иннокентий очень хорошо отзывается о главе Ивана Ивановича. Говорит, что с момента его прихода вот началось вот такое прямо стремительное развитие села. И это хорошо, я считаю. Вообще отлично. Вот. Как-то я вот доезжал вот сюда, вот, по-моему, вон того дома даже и не было. Сейчас вот там появился дом. Мы отсюда смотрели сверху вот один раз, вот 1 год как-то. Вот. Вот, друзья, посмотрите, какие дома строятся для жильцов с аварийным ветхим жильем. Эти дома построены по программе переселения жильцов с аварийного ветхого жилья. Вот такой вот красивый, просто обалденно шикарный дом. Так, сегодня у нас на меню 1-е, 2-е, 3-е, 4-е даже есть, да? Круто. Так, мне, пожалуйста, суп с лапшой оттяхти, с мясом. Так, вот, потом плов надо обязательно попробовать тоже. Плов еще. Ага. Так, на обед у нас, значит, суп, плов, морс, хлеб, пирожок взял. Володя себе тоже там что-то взял. Вот ребята обедают. Октябрина Алексеевна сидит. Так, мы договорились на вечер, чтобы нам оставили еду, потому что мы едем, наверное, поздно, и поэтому так вот. Так, друзья, сегодня Иннокентий к нам опять приехал. 2-й день нашей рыбалки. Сегодня я сижу на переднем сидении автомобиля, как видите, он мне уже разрешил здесь сидеть. Вчера я там сидел, где Володя, а завтра Володя разрешит, наверное. Вот. Мы сейчас подъехали к нашей гостинице. Возьмем наши снасти, которые мы полночи делали, чтобы поймать рыбу. И Иннокентий по нам принес рыбу от ребят. Спасибо ему огромное за это. Ребятам тоже спасибо всем. Чир соленый, да? Соленый. Да. Ну, сегодня будем есть с Володей вечером. Это от Геннадия. От Геннадия, спасибо. Свежий чирок. Так, друзья, вот, как говорится, от рыбака рыбаку. Вот Иннокентию небольшой от меня презент. Такая кепочка, клевая рыбалочка. Будешь летом носить. Сейчас уже для нее прохладно. И вот такая наклейка тебе на авто или на ящик рыболовный, или на что угодно, в общем, приклеишь. Клевая рыбалка, да. Спасибо. Ну вот, такие небольшие скромные подарки. Вот. Тебе спасибо, что водишь нас, одалживаешь лодку. Вот. Ну и от меня маленький скромный магнитик. Калининград. С янтарем. Кёнигсберг, да? Ага, написано Кёнигсберг. Чтобы не забывали, что это Кёнигсберг. Вот. Ну все, поехали. Ну вот, друзья, подъехали к реке. Посмотрите, пошла шуга. Иннокентий, в общем, созванивался с ребятами с Верховья. Сказали, в 400 километрах отсюда пошла вообще страшнейшая шуга.
до такой степени сильные, что воздушные подушки, суда на воздушной подушке боятся просто уже ездить. И здесь мы видим, что потихоньку каждый день шуги все больше, она пока тонкая, но для резиновой лодки Иннокентия это, конечно, уже создает кое-какие проблемы. И мы сейчас заправляемся и едем. Так, второй день рыбалки. Уезжаем на поиски льда на ту сторону. Получается, вот здесь у нас деревня. Напротив деревни я видел с самолета Курью, которая уже была на тот момент покрыта льдом вчера. Сегодня я хочу туда съездить, проверить, насколько лед окреп, сколько он стал в толщину. И послезавтра уже выйдем на первый лед. Друзья, угадайте, что это шумит? Правильно, лед. Первый лед на реке Анабар. Мы с вами находимся в селе Соскулах, и за моей спиной первый лед. Проверяем на прочность.
Иннокентий тоже проверяет на прочность. Вода постоянно падает. Посмотрите, вот вылез камень. Ловит сотовый. Так, Володя тут пытался зайти на лед, видимо. Короче, тут завтра, послезавтра уже будет все. Будет уже галимый лед. Можно будет свободно передвигаться, рыбачить и тому подобное. Но единственный минус — это труднодоступность этого места. Наверное, мы сюда приехать не сможем. Но думаю, что хотя бы просто полюбоваться первым льдом, так сказать, смотреть, пощупать его можно. Что там, куда ушел Рыбкин 39? Смотрите, камни, какая здесь природа. Вау. Река Набар. На скалах. Ой. Довольно так жестко. Так, вот, смотрите, вон куда Рыбкин ушел уже. Он просто убежал куда-то. Ну, с ума сошел. Увидел лед и сошел с ума. Рассказывает про дичайшие места. Ладно, не будем отвлекать его. Так, а я думаю, рыба есть. Рыба есть, ее не может не быть. Причем она есть и там под островом, я смотрю. Здесь явно есть рыба. Явно. Че там? Срыв, говорит. Иннокентий сказал, что у него взрыв случился. У нас вообще тут ничего не клюет. Мы тут с Володей мастырим съемочную студию. А? О, получилось. Получилось отлично. Не-не-не, ты стаймя его надо. Стаймя вот так. Так, Иннокентий открывает счет. 1-0. Первый есть. Ну, хорошо взяла вообще. Не сошел бы. Вон, забери этот кишки изо рта. Сегодня мы, ребят, хотим это отпускать всех. Чисто спортивная рыбалка у нас. О, все, пошел. Ушел. Ну что, поздравляем, Иннокентия, нас с первым почином, первым уловом этого вечера. Он открывает счет, ага, ну. Сегодня уже сколько простояли, пока. Да, сколько мы там на этом были. Как называется то место, куда мы приехали? Транзит. С транзита приехали. Очень долго там кто-то мурыжил тоже, дергал, не брал толком. У Володи тоже, смотри-ка.
красавчик, а? Хорошо засек, а? Так он что, сидел, что ли, там? Скорее да. Я только начал, после того, как на камеру поговорил. Да стой ты, стой. Да держи ты его, что ты? Я просто стучать по нему не хочу. Будем отпускать. Опять такой запятер, блин. Лягушка, стой, это надо попозировать. Иннокентий, давай. Что было, да, поклевка? У меня тоже как будто что-то было. Было, да? У Володи клевало только что. Что такое, клев начинается, что ли? Блин, опять. Что это у вас у всех клюет, а у меня не клюет? А ты это, 53 не пробовал этот? Есть! Есть! Вау! Большой был, елки-палки. Я почувствовал его наконец-то, как он клюет. Эх, увидели только, как попрощались. Сейчас пошли поклевочки регулярные, причем. У меня тут тоже сходик был. Да, вот другие рыбаки уехали, сразу клевать начал. Ну, так что сейчас мы надубасим. А теперь я почувствовал, как клюет, оказывается. Крючок неправильно, видимо, сделан маленько у меня. Иннокентий, давай, красава. Хотя бы ты давай, красава. Оба, хороший, вообще хороший. Ух ты, елка-палка. Во-во-во-во-во-во-во. Вообще хороший, а. Это лед, что ли? Соплей много, да? Вот это да, вот. Сколько тут килограммов-то? Ну 6-7, да? 6-7 тоже, да. Ну давай, отпускаем.
У нас рыбалка чисто сегодня спортивно-любительская. На Кенте уже 2. Ну, У тебя 1, да? Ну, у меня 1. мне по нулям. Ну 1 почти был же, видели же, да? Или это не считается? Не засчитываете его мне, да? Так, вот Иннокентий ряпушку принес. Свежая ряпушка. Сейчас будет на крючок насаживать. О, маны колох калер была. Просто калер были. Ну ты калер были. Это сипсивее. Огурцами пахнет, да? Целиком оладдан рен, да? Это маны олардан морвалан кадим. Да, вот он отдык был это дегенный. Бухана вот. Кана вот. Накиньте его прям целиком прям. Мана бай. Не отпущу. Наконец-то. Наконец-то. Дождался свою поклевку. Стоять. Стоять. Стоять бояться. Зрителям своего Наконец-то. первенца. Наконец-то, друзья, я поймал его. Вот. Ехал я за ним сюда, летел. Сколько километров? 1200. 1200 километров летел. Вот за этим красавчиком. Посмотрите. Фу. Отлично. Хоть и небольшой, но я доволен результатом. То, что... Ну как, небольшой. 4 с лишним кило и точно у него есть. Ну, это считается вообще Ну, маленький. это маленький, но по нашим-то По меркам. сравнению с твоим он в 3 раза меньше. В 3. Вот. Ну вот, вы все видели, я поймал на ручку от ведра. Наконец-то, долго же у меня мружил, а? 2 дня целых. Не мог поймать. Вот поймал. Ну все, давайте отпускаем, мучить не будем. Рыбы у нас предостаточно. Вот. Вчерашних налимов я хочу отдать своей сестренке, которая здесь живет. Вот. Разделаю их завтра. И завтра мы посмотрим разделку налима. Все. О, я доволен. Наконец-то программа минимум выполнена. Так что давай теперь до максимума добираться, Слава. Но сейчас уже только побитие рекордов. Теперь да, осталось только Побить рекорд по этому Володин. Сейчас можно и чая попить. Ну что, давай собираемся, Володя. Давай, сматываемся. А то уже льды подпирают, уже неудобно.
Ну вот, друзья, на этом у нас заканчивается сезон жидкой воды на этой ноте. Посмотрите, уже шуга пошла вовсю вдоль берега. Хорошо, это вот мы успели приехать. Сейчас мы собираем вещи, закидываемся и уезжаем, наверное. Посмотрите, у нас вот Володя какой нарядный. Издалека вот весь светится. Костюм у него прям такой модный. ХСН, рескьюер, поплавок. Вот. Я тоже давно ношу костюм от фирмы ХСН. Рекомендую. Хорошая фирма. Делает хорошие, качественные, недорогие Ну, у меня тоже уже второй. вещи. Доволен. Да, вот. Поэтому